В этом году Кыргызстан и Швейцария отмечают 30-летие сотрудничества. Срок солидный, да и результаты тоже впечатляют. Первые проекты, которые Швейцария реализовала в Кыргызстане, это сохранение лесов, в том числе Арсланбоб. Сейчас в рамках программы сотрудничества на территории Кыргызской республики реализуется свыше сотни проектов на сумму, превышающую 88 миллионов долларов. Это проекты в сфере водопользования, экономического развития, управления и доступа к услугам, образования, продовольственной безопасности. Ежегодно Швейцария выделяет около 22 миллионов долларов на реализацию крупных проектов, направленных на развитие во всех регионах Кыргызской республики. Так, в 2023 году была проведена реконструкция Атбашинской ГЭС на сумму 20 миллионов швейцарских франков. Если же оценивать поддержку за весь 30-летний период, то объем превышает 520 миллионов швейцарских франков. Швейцария для нас еще и стратегический торговый партнер. Львиная доля кыргызского золота, а именно свыше 80%, уходит на швейцарские рынки. В международных организациях Швейцария для Кыргызстана тоже верный союзник. К примеру, в Совете директоров Всемирного банка и Международного валютного фонда Швейцария предоставляет нас, и это дает нам возможность быть услышанными. Учитывая объем сотрудничества и множество совместных проектов, Кыргызстану и Швейцарии всегда есть что обсудить. Потому визит главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации, федерального советника Швейцарии Иньяцио Касиса в Кыргызскую республику был многообещающим. На сегодняшний день мы можем сказать, что развитие отношений со Швейцарией является одной из главных задач внешней политики Кыргызстана. Отрадно, что с самого начала установления наших отношений они с каждым годом улучшаются и крепчают. Кыргызстан является важной страной в Центральной Азии. Вы находитесь практически в середине континента, что также является выгодным расположением. Думаю, что по итогам визита мы придем к новым аспектам нашего сотрудничества. Кыргызстан предлагает Швейцарии обратить больше внимания на увеличение частных инвестиций в республику. Сейчас объем небольшой. По данным 2022 года швейцарские инвестиции в общем объеме вливаний в Кыргызстан составили всего 2%. Это 16,5 миллионов долларов США. Но успешный инвестиционный опыт все-таки есть. Уже с 1996 года на территории Сыкульской области успешно функционирует швейцарская компания Судбулак, производящая высококачественную продукцию под брендом Dairy Spring. Что касается товарооборота, то в 2023 году он достиг рекордных показателей – 1,1 миллиард долларов США. Нам необходимо сохранить данный показатель, а также принять меры по дальнейшему увеличению взаимной торговли. В рамках усиления экономического сотрудничества мы договорились о проведении очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также бизнес-форума на территории Швейцарии. Кроме того, Джейнбек Кулубаев предложил швейцарской стороне подумать об активизации сотрудничества в банковской сфере, а именно об установлении корреспондентских счетов между банковскими учреждениями стран. Стоит отметить, что до этого Швейцария уже оказывала помощь в банковской сфере Кыргызстана. В частности, это была техническая поддержка НБКР в первые годы после установления межгосударственного сотрудничества. Во время встречи министр иностранных дел Кыргызской республики Джейнбек Кулубаев также поднял вопрос горной повестки дня, предложив Швейцарии выступить соорганизатором Бишкекского горного саммита, запланировано на 2027 год. Приглашение сделано, как говорится, по адресу, потому что Швейцария является частью глобального горного партнерства и членом группы друзей горных стран. Она одна из первых, кто поддержал инициативу Кыргызстана в ООН объявить 2022 год Международным годом устойчивого горного развития. Во время переговоров стороны также обсудили вопросы развития туризма и взаимодействия в сфере креативной экономики, зеленой энергетики, и на фоне создания Международного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1 этой теме было уделено повышенное внимание. Сейчас разрабатывается программа сотрудничества между Кыргызской республикой и Швейцарией на 2025-2028 годы. Швейцария будет и впредь сотрудничать с республикой в области развития. Мы будем поддерживать частный сектор, местное самоуправление и водно-энергетический сектор. Многие эксперты отмечают очень мягкий стиль взаимодействия Швейцарии с Кыргызстаном. Финансирование проектов и поддержка социально значимых сфер Кыргызстана осуществляется таким образом, что заложенные начинания страна может продолжить в дальнейшем уже самостоятельно. Очень много что можно сказать по этому поводу. Если вы зайдете на веб-сайт посольства Швейцарии в Кыргызстане, то увидите там более 100 различных проектов. И это далеко не весь список того, что мы делаем в Кыргызстане.
Мы ведем большую работу по сохранению лесов, ледников, но наше основное направление – это сектор здравоохранения, водные ресурсы и энергетика. Мы занялись реализацией международной продовольственной программы совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане. Мы предоставляли финансы, а также опыт и знания одного из высококлассных экспертов из Швейцарии, который работает по Центральной Азии. Что особенно мне нравится в этом сотрудничестве, это то, что правительство Кыргызстана само решает, что работает, а что нет. И что мне больше всего нравится, что мы никоим образом не проводим какие-то параллельные мероприятия, которые каким-либо образом могли бы нарушить деятельность агентства. Мы работаем в созвучии тому, что уже существует. Это был первый визит главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Кыргызстан. Судя по успешно прошедшим встречам и переговорам, он действительно придаст импульс дальнейшему наращиванию двухсторонних отношений. Екатерина Такамбаева, Мухтарулу Умурбек, ТВ-15.